Более 1000 квадратных метров. 4-й этаж Дома быта теперь делит Комитет по молодежной политике и ресурсный центр. Тоже, кстати, молодежный. Соседство более чем удобное, а еще центр города. Любимое место молодежи. Мы поговорили с вашими проводниками, с вашими лидерами и сказали, где, извините, тусуется сегодня молодежь. Несколько площадок назвали тусовочных, в том числе это место. Не дом быта, естественно, а место вокруг. Вот, место, там, сквер под часами, да, вот эта история с бывшим Макдональдсом, с кафе, вот с этой инфраструктурой, которая, в общем, и притягивает молодежь. И мы посмотрели несколько мест притяжения, и одно из мест было вот это. На самом деле, еще раз повторяю, оно оказалось не дешевое, это место, потому что, понятно, это нужно было выкупить изначально, но зато мы, на мой взгляд, правильно, опять же, поймали тренд, мне так кажется, потому что мы не местом потянули к себе молодежь, да, это, в общем, такая история, как правило, плохо исполнимая. Молодежь не очень активно тянется туда, куда ее тянут искусственно, а притянулись к местам, к тому уже месту, где молодежь тусуется. 2 больших зала, пространство просвещения и действия могут принять одновременно порядка 70 человек каждый. Удобно для проведения больших лекций и мастер-классов. Есть и переговорная, и коворкинг-зона. А еще медиацентр с настоящей звукозаписывающей студией. Здесь, кстати, ребята сегодня записали уже первый подкаст. Ребят, мы сегодня будем обсуждать пространство, теорию третьего места. Все же знают, что это такое. Нет, думаю, нужно рассказать. Нет, нужно рассказать. А почему не 4? Нет, на самом деле мы сегодня с вами присутствуем на открытии нового пространства. И третье место – это как раз о том, что первое место – это дом, второе место – это работа, а третье место – это зона, в которой вы и отдыхаете, и развиваетесь. Поэтому мы сегодня здесь. В первый же день работы центра на площадках прошел семинар для будущих мам, тренинг по медиации, урок по написанию резюме и мастер-класс по ораторскому искусству. Темы для молодежи актуальные. Это очень знаменательно, то, что на площадке обновленного молодежного центра, который открылся благодаря поддержке программы «Регион для молодых» нацпроекта образования, создано такое пространство, где, в принципе, молодежь может собираться и добирать те профессиональные навыки и компетенции, которые, возможно, недополучили в своих основных образовательных организациях, будь то школы, техникумы или вузы. Пространство полностью бесплатное. Поиграть в настольные игры или просто провести публичную лекцию и мастер-класс может каждый. Даже технику предоставят. Достаточно лишь заранее записаться. Это пространство удобно для каждой общественной организации, для нас, соответственно, для российских студенческих отрядов. Это площадка, где большее количество людей, да, у нас бойцов в комрегиональном отделении аж 700. Мы можем разделить вот это количество на несколько локаций, на несколько зон, площадок, пространств, в котором можно будет активно проводить как мастер-классы, да, тренинги, так и наши внутренние отрядные, межотрядные мероприятия. Это уже 3-й ресурсный молодежный центр в Республике Коми. Подобные пространства есть в Ухте и Усинске. Создать их удалось на федеральные средства. В прошлом году республика выиграла в конкурсе и получила 135 миллионов рублей. Половина была направлена на проведение мероприятий, вторая половина – на создание молодежных территорий. Дарья Вологжанина, Олег Костромин, телеканал Юрган.